Товарищеская встреча по дзюдо прошла накануне между командами Якутска и Мураяма из Японии. 2018 год объявлен годом России в Японии и Японии в России, в связи с чем в этом году запланировано множество мероприятий в рамках сотрудничества. И первым большим событием стала встреча на татами. С каким счетом завершилась встреча, расскажет Агафья Гоголева. Команды представили по 10 спортсменов. Среди них как новички, так и опытные дзюдоисты. В сборную столицы вошли воспитанники училища Олимпийского резерва, ДЮСШ-2 и Жатайской спортшколы. Уровень подготовки очень высокий. Да, видно, что ребята все мастеровитые. Их 10 человек, 2 девушек и 8 парней получается. Возраста тоже разные, начиная с 13 лет и до взрослых, до 33. Мы ребят выставили в основном школьники. Да. Но для нас на сегодня главное это не победа сейчас, а главное, что именно сам процесс получения опыта, посмотреть, чтобы посмотреть, как вообще поведение японцев бывает, культура их, да, это все для нас намного будет иметь больший смысл, нежели победа, да, поэтому мы победим в любом случае. В ходе борьбы воспитанница училища Олимпийского резерва Надежда Татарченко применила прием, который принес ей победу. Моя соперница, она физически так сильнее, весит больше меня. Сколько? По-моему, 63, 57 килограмм. А я вешу 57 килограмм. Как тебе удалось? Я проделала болевой прием на руку. Я получила победу. До этого я боролась и ездила на сборы в Японии. Они технически сильнее, техника у них совсем другая. Я рада, что я победила. Это мне дал опыт на этих соревнованиях. В будущем я хочу попасть в сборную Россию. Еще один представитель Якутска – Акжол Абдыкаров. Занимается дзюдо 15 лет. Родом из Кыргызстана. Парень – серебряный призер международных спортивных игр «Дети Азии» 2012 года. Схватку Акжол свел в ничью. Моя схватка оказалась ничьей. И довольно соперник старше меня. Со стороны Японии, со стороны Якутска никакой оценки не было. Из-за этого лаки вручили. Довольно-таки сильная команда. Как так у них этот спорт где-то основано. А наши ребята тоже свое не дают, борются как могут. Борьба якутских и японских спортсменов завершилась со счетом 6,5 против 3,5 в пользу гостей. Все участники остались довольны. Для обеих команд это прежде всего опыт, который поможет улучшить технику и тактику. Агафья Гоголева, Семен Семенов, Якутск.